Далее к новостям культуры. Сразу 16 премьер отметят солисты балетной труппы театра имени Джалиля в спектаклях «Жизель» и «Лебединое озеро». В этих постановках кардинально обновится фасад, и на авансцене появятся новые солисты и приглашенные гости. Это своего рода и подготовка к почти трехмесячному гастрольному туру по европейским странам, который начнется в ноябре. О новых чувствах и накоплении творческих баллов в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. «Жизель» станет еще одним шагом на пути к профессиональному совершенству для примы Кристины Андреевой и Аманды Гомес, нового приобретения казанской труппы. Уроженка Бразилии уже освоилась в Казани и познает все нюансы работы в России. Специально для оттачивания профессионального рисунка казанских балерин была приглашена еще одна прима в прошлом, ныне педагог, лучшая «Жизель» 20-го столетия, эстонка Кая Кырп. Она работала и с новой солисткой казанского коллектива Екатериной Одаренко, приехавшей из Украины. Она очень яркая женщина, и она шикарная женщина, вот как и мой педагог говорит. Она мне подсказывает делать все очень благородно, вот в Адилии, чтобы не было лишних жестов, потому что она все-таки королевских кровей, чтобы не было излишней резкости, чтобы было благородство, поскольку она примерно одного статуса с принцем. Есть партии, которые можно и нужно танцевать, пройдя через какие-то жизненные испытания и черные и белые стороны жизни. Нужны опыт, информированность и духовное взросление, считает исполнитель партии Альберта Михаил Тимаев, который за многие годы работы в театре только подошел к сложной психологической партии. Более зрелые артисты с большим жизненным опытом актерскую игру, конечно, делают на высшем уровне. Каждый раз мне что-то препятствовало станцевать этот спектакль. В основном мои травмы какие-то непредсказуемые. Вроде когда уже должен был готовить партию, все. Я сижу в зале, и у меня нету разногласий ни с кем, так что я думаю, что здесь абсолютно все на правильном пути. По сути, и в «Жизели», и в «Лебедином озере» нет проходных историй от ролей в дивертисменте второго акта, где раскрываются не только танцы народов мира, но и вырисовывается почерк хитрого и зловещего Ротбарда, партия которого может и перетянуть на себя внимание. Все зависит от психологического чутья исполнителя. У театральных завсегдатаев появится возможность увидеть знакомые лица в новых ипостасях. Это и ключ к успеху, и поиски новых красок творчества. Дмитрий Пивоваров, Рустем Кадыров, телеканал «Эфир».